Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы посмотрим, что он решил, будет ли он действовать, либо каких действий от него ждать. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину. Представьте его, назовите по имени, задайте ему свои вопросы. Так и спросите: ну что ты решил? Каких действий от тебя ждать? Будешь ли ты в принципе действовать? Да? Что ты будешь делать? Да? Задайте свои вопросы и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, но раз вы зашли на это видео, значит здесь для вас будет нужная, ценная и полезная информация. Давайте начнем с мужчины. Здесь такого мужчину интересного показали. Мужчина, который, знаете, говорят, сам себе на уме. Да? Вот такой вот прям горячий парень, который и прогадать не хочет, и в дураках остаться не хочет, и при этом делать ничего не хочет. Вообще идет такая энергетика, что вы с этим мужчиной то ли расстались, то ли поссорились. То есть между вами как будто бы нет полноценного живого общения. А возможно, ваши отношения немножечко, ну вот прям скатились в болото, да? И вот чувствуется усталость. По крайней мере, с вашей стороны, так это точно. Вы устали ждать, вы устали надеяться, да, когда же он там проявится, когда он будет серьезным, когда он будет что-то конкретное предлагать. Да, возможно, вы из-за этого и поссорились. Вот, время идет, а он как не мычит и не чешется. Здесь мужчину на самом деле показали достаточно таким деятельным, активным. Вот все, что касается там дел, задач, работы, бизнеса, там он прям горит. Он знает, что ему делать, он конкретные какие-то цели себе прорисовывает, он на все готов, он к ним идет. А что касается личной жизни, то он какой-то прям как замороженный, да, как кусочек льда. Человек занимает максимально пассивную позицию, и больше похоже, что он как принимает, либо готов только лишь принимать, но никак не давать. Здесь как бы два аспекта могут отыграться. У одних может отыграться, что мужчина просто неопытный, да, вот неопыт, он не знает, как правильно, он не знает, как надо, да, не знает, как надо там добиваться женщины, либо что нужно делать, когда ты в отношениях с женщиной, что правильно, что неправильно. А у других отыграется, что он слишком у вас нарциссичный такой товарищ, да, вот он любит, когда там им восхищаются, когда за ним бегают, когда там в рот ему заглядывают, да, в таком ключе. Но опять же, все это поправимо, и первое, и второе. И если у вас действительно есть чувство к этому человеку, то можно с этим работать. Я вижу, что вы для него дорогая женщина, ценная и дорогая. И что бы он вам ни демонстрировал, какие бы он вам посылы не давал, это все неправда. Неправда. Он разлуку с вами переносит гораздо тяжелее, чем вы с ним. Вот представляете, на минуточку. Здесь мужчина старается держаться молодцом-огурцом, но при этом у него сердце просто в ошметках. Да, разбито, разорвано на мелкие ошметки. Он это не показывает. Он, как, знаете, в ракушку закрылся, такой в сундучок залез, спрятался и типа: у меня все хорошо. На самом деле все очень плохо. Мужчина
чувствует, что он вас теряет. Мужчина чувствует, что он что-то должен предпринять. Причем не что-то, а что-то конкретное, яркое и действительно показывающее его и чувства, и заинтересованность, и нежелание вас терять. Он не знает, что конкретно нужно сделать, либо он теряется в догадках, что ему такое предпринять. Но он прям в шаге от конкретного яркого действия. И даже если вам кажется, что это не так, ну вот песок показал, в шаге от действия. Но тут корабль, он в корабль должен сесть, я так понимаю, что к вам приплыть, либо показаться перед вами, прийти к вам, может быть, даже сначала там, не знаю, созвониться, либо смс-ку прислать, что вот типа давай встретимся, есть что обсудить, да, либо пошли на свидание. Он это понимает, он чувствует, знаете, вот как пятая точка чувствует. Но при этом, еще раз говорю, то ли опыта не хватает, то есть он, например, в бизнесе, там, дока, да, у него прям глаз наметан, он все знает, он все может просчитать. А вот в личном он такой раз и потерялся, как будто бы он девственник, извините за слово, причем очень скромный. Вот. А у других отыграется, что да, он такой нарциссичный, его так, возможно, воспитали, возможно, там мама ему в попочку дула и говорила, что вот, ты у меня самый лучший, ни одна из женщин тебя недостойна, не позволяй женщинами там с собой манипулировать, играть, пусть они за тобой бегают, да. И он просто впитал это, как говорится, с молоком матери, и поэтому так себя ведет. Он не знает, как по-другому. Вот мне почему-то идет вот информация, что он не знает, как правильно. А вы вместо того, чтобы ему, например, подсказать, стали на него обижаться. Хотя вижу, что имеете на это право. Кому понравятся отношения с нарциссом, либо кому понравятся отношения с мужчиной, который, ну, не знаю, всего стесняется, всего боится, как будто бы, опять же, зажатый очень сильно. В шаге, часики тикают, время идет. Он прям физически ощущает, как он вас теряет. Вот как будто бы, знаете, сердце с кровью медленно вырывают из груди, либо чайной ложечкой выковыривают, да, по чуть-чуть. И он понимает, что вот-вот и все закончится. Вот-вот и он вас навсегда потеряет. Вот-вот и вы найдете себе нормального мужика, да, который будет вас любить, там, целовать, на руках носить, который не будет нарциссом, который не будет таким зажатым. Он это чувствует. Может быть, он у вас с экстрасенсорными способностями, да, либо у него чуйка прям такая стопроцентная. Вот, это есть. От этого у него страшно болит голова. От этого у него страшные мигрени. От этого у него даже какие-то головокружения могут быть. У кого-то отыграется, что мужчина прям аппетит потерял. У кого-то отыграется, что он сон потерял. У кого-то отыграется, что он даже начал прикладываться к алкоголю, чтобы заглушить эту боль. Боль, которая все нарастает и нарастает. С каждым днем все больше. Да, в таком ключе показали. Хотел, наверное, как всех обмануть, да, но обманулся сам. Что касается вас, ну, вы очень независимая, вы очень красивая, вы женщина-мечта, так мне идет. По крайней мере, вас так высшие силы показали. Женщина-мечта. То есть любой бы хотел бы с вами быть, любой бы отдал бы все на свете, лишь бы его полюбила такая вот невероятная, непревзойденная женщина. Красота, ум, умение, знание, как жить, независимая, самостоятельная, интеллектуально развита, да, вы идеальная женщина. Идеальная, вот все у вас сошлось, все идеально у вас. Кроме шуток, серьезно говорю, здесь именно высшие силы показывают, что очень много мужчин из тех, кого вы знаете хорошо, либо знаете так формально, готовы на многое пойти, лишь бы добиться вас, добиться вашего расположения. Просто вы такой человек, да, вам не все нравятся, вы без сердечной привязанности вы не можете. То есть если вы общаетесь с мужчиной, вы сразу определяете, могут ли быть у вас отношения с этим мужчиной, либо этот мужчина вам друг. Вот безошибочно определяете. Вы никогда не пойдете в отношения, которые вам неприятны. Вы никогда не будете общаться с каким-то кретином, либо дураком. Вы себя тоже цените. И это не гордость, это здравый смысл. Так мне идет. Вообще тут небеса оды вам поют, небеса от вас в восхищении.
Почему вам дали такого мужчину в пару? Ну, тут какой-то тайный замысел судьбы. Как ни крути, здесь знак подковы. И подкова, она же сама по себе путь, да, путь, который начинается с разных сторон, но встречается в одной точке, да, в верхушке. Здесь замысел судьбы. Зачем-то вы друг другу нужны, зачем-то вас свели, зачем-то вас познакомили. Здесь песочек не раскрыл эту тайну, но, тем не менее, показал, что все не просто так, да, не случайно это все произошло. Так, еще вы должны знать о том, что какая-то женщина рядом с вами очень сильно переживает по поводу вас и по поводу того, что происходит в вашей личной жизни. Очень переживает. Она не хочет, чтобы вы страдали. Может быть, это ваша подруга, может быть, сестра, может быть, мама. Женщина, которой не все равно. Женщина, которая хочет вас защитить. Защитить от недостойного мужчины, от разрушительных отношений. Возможно, вы с этой женщиной тоже как-то либо поссорились, либо перестали общаться, да, из-за того, что она вам говорит те вещи, которые вы не хотите слышать. Но в защиту этой женщины высшие силы показали, что она вас очень любит и не желает, чтобы вам было больно. Вот. Не со зла она все это делает, а для того, чтобы вас защитить. Хотя вижу, что вы в защитниках не нуждаетесь, в помощниках, в советчиках вы не нуждаетесь. Вы многое видите и чувствуете наперед. Просто вот наперед. Это дар, это уникальная способность, это то, чем наделили вас высшие силы. Умение заглянуть туда, дальше в будущее. Не каждому дано, а вы умеете. Кто-то интуитивно, кто-то ясновидением, кто-то яснознанием, да, кто-то, возможно, даже пользуется какими-то практиками. Да. Допустим, вы гадаете. То есть есть такая у вас возможность. И вы сами для себя чувствуете, что этот мужчина, он как не все еще сказал, да, либо не все было сделано, не все было сказано, что есть еще будущее с этим мужчиной. Вы это чувствуете, интуитивно чувствуете. Опять же, здесь показана привязка между вами. То есть вы уже повязаны с судьбой, да? Вот эта подкова между вами, уже повязаны. Смотрите, мужчине дайте еще немножко сроку. То есть ему просто нужно решиться, ему нужно перешагнуть какой-то барьер. Это психологический барьер, это очень сложно. Это невероятно сложно, особенно если ты это делаешь первый раз. Ему нужно это время, чуть-чуть еще подождите, и я вижу, что он прибежит. Вот хотите верьте, хотите нет, но он реально прибежит, он найдет любой повод, минимальный повод, да, для того, чтобы с вами увидеться, для того, чтобы с вами поговорить. И в этот момент, вот как здесь показано, да, мужчина будет прощупывать почву. То есть, есть ли у него шанс вас вернуть, либо не остыли ли вы к нему, да, не разочаровал ли он вас до конца, он будет прощупывать. И от того, как вы будете с ним общаться, настолько он будет действовать. Если он, например, там, вам смс-ку отправит, там, «Привет, как дела? Хочу поговорить», а вы ему такая блок, да, либо там еще какой-нибудь нехороший смайлик отправите, этот эмодзи, ну, либо пошлете и заблокируете, то понятно, что будет другая совершенно линия, и эта линия, она прям достаточно драматичная, да, лучше такого избежать. А вот если вы ему ответите, что да, привет, там, я соскучилась, конечно, давай поговорим, вот тогда все будет так, как он думает. Он думает вам что-то предлагать, он думает о том, что я сделаю этот решительный шаг, и лодку показали. Лодка — это вообще жизнь. Это не про транспорт, да, это не про то, что он приедет, это именно про жизнь. Он в лодке, скорее всего, он вас будет приглашать в свою лодку. То есть это предложение быть вместе, съехаться, ну, либо пожениться, да. Он вас именно в лодку будет приглашать. Вот, девочки, надо подождать. Вам не повезло. Мужчина замкнутый, либо нарциссичный, но ничего не поделаешь, да, он такой, какой он есть, со всеми своими плюсами и минусами, но вас к нему тянет, и вы это чувствуете, и вы понимаете, что это неспроста. У судьбы свои тут задачи, идеи, замыслы, планы на вас, они есть, они никуда не деваются. Судьба вас друг от друга не отпускает, она вас друг к другу тянет, магнитит. Мужчине
конфликт, либо разлука с вами очень тяжело дается. И именно сейчас в этой ситуации этот мужчина очень сильно меняется, он трансформируется, он взрослеет, он становится более мужественный, он прорабатывает все свои недостатки, что бы это ни было. Это сейчас происходит просто, буквально в режиме реального времени. Для того, чтобы измениться, ему нужно еще немножко времени. То есть у кого-то счет идет на дни, у кого-то на недели, но не на месяца. Вот поверьте, это не месяца. Он появится, 100% появится, что будет вам предлагать. Вот поверьте, так оно и будет. По-другому он не сможет. Не упустит он этот последний шанс. А это действительно очень похоже на последний шанс. Даже не крайний, а именно последний. Вот он это очень четко и понимает, и ощущает. Дайте ему чуть-чуть времени на то, чтобы он созрел, дошел до кондиции, полностью трансформировался. И не гоните, когда он появится. Не гоните ни в прямом смысле слова, ни в переносном. То есть не надо становиться в позу и начинать разговор с того, что «О, ничего себе, ты вспомнил обо мне, да, где ты был столько-то дней назад, да, почему ты раньше там не вспоминал». Не надо. Не надо начинать разговор, общение, будь то личный разговор, будь то переписка, да, с негатива. Будьте открыты, и вы точно не пожалеете. Знаете, здесь показано самое главное. Этот мужчина, он и хочет, и готов, и меняется. И это он делает именно ради вас. Не ради себя, не ради кого-то, а именно ради вас. Потому что очень сильно боится вас раз и навсегда потерять. И это прям 100%. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Будьте сильными, мои девочки. И все у вас сложится хорошо. Всем спасибо. Всем пока-пока.